Получили новую технику, обучили водителей и вывезли первые тонны алмазоносной руды с Верхнемунского месторождения. Для автомобилистов Удачненского комбината 2018 год вышел знаковым. Во многом это связано именно с началом отработки Верхней Муны. До этого на работу приняли 300 водителей из разных подразделений Алроса. Среди желающих также и вахтовые рабочие из регионов республики и страны. Таким образом, численность автобазы технологического транспорта составила около 1000 человек. Обо всем этом говорили на итоговом собрании коллектива предприятия, основные моменты которого расскажет моя коллега Ирина Балкова. Более 350 единиц техники, из них 68 автопоездов «Вольво» и «Скания». А еще большегрузы и нетехнологический транспорт. Такого большого автопарка водители автобазы у себя на предприятии не припомнят. По-другому и быть не могло. Ведь работы в 2018-м у транспортников прибавилось. Всегда у нас автобаза была в авторитете, и чтобы действительно это было у нас одно из лучших предприятий нашего комбината. Но, как я уже сказал, большая работа проделана, еще предстоит нам в этом направлении работать. У нас появилась новая колонна дополнительно, колонна, которая на Верхней Муне. Вместе с автопарком выросла и численность персонала. В прошлом году обучили и приняли на работу около 300 водителей из разных подразделений компании. Среди них и вахтовые работники из Иркутска, Красноярска, Якутска. Но, как отметил директор Удачненского комбината Александр Махрачев, не все остались работать. Кто-то так и не смог освоить непростую горную технику. Поступала часть заявлений, и люди перевелись на другую, более легкую технику. Есть и такой у нас момент, что не все сразу смогли справиться с теми большими автопоездами, которые есть. Я понимаю, чтобы управлять такой большой сложной машиной, нужна особенная подготовка. Как работать эффективнее с наименьшими затратами? Говорили на собрании и о рационализаторской деятельности. Рационализаторы продолжают работать над уменьшением количества и времени простоев транспорта, сокращением расхода запасных частей и материалов. Работают над совершенствованием безопасных приемов работы и повышением культуры производства. За 2018 год рационализаторами подано 3 предложения. Ожидаемый экономический эффект от внедрения предложений составил около 11 миллионов рублей. Как будет оплачиваться проезд вахтовым рабочим, нюансы переселения пенсионеров из района Крайнего Севера и обеспечения спецодеждой. Вопросы на самые разные темы работники задали своему руководству. В целом же работу цеха признали удовлетворительной. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».